Открытие новых школ, повышение качества преподавания и эффективности работы с родителями, ликвидация двухсменки. Список вопросов в повестке итоговой коллегии Минобра обширный. Ну а главным достижением министерства в 2018 году стало успешное проведение единого госэкзамена. В прошлом году ЕГЭ сдавали более 2000 школьников. Впервые сразу 2 выпускника получили высший балл на экзамене по русскому языку. Такая положительная динамика наблюдается в регионе уже второй год подряд. Это отметили в Рособорнадзоре. На совещании Сергей Сергеевич Кравцов заявил, что Республика Ингушетия показывает самую высокую динамику качества образования за последние 5 лет. И тут же он оговорился с одной из лучших динамик в стране, если не самая лучшая. Это снова говорит о объективности, как мы с вами работаем. Более того, на этом же совещании Сергей Сергеевич Кравцов заявил, что кроме динамики и качества образования в Республике Ингушетия самый высокий уровень объективности проведения ГИА, самый высокий в стране. Не обошлось, конечно, и без нарушений. Благодаря видеонаблюдению и онлайн-трансляции экзамена удалось зафиксировать попытки использования шпаргалок, телефонов и даже микронаушников. Работы этих выпускников были аннулированы. Досрочный этап, который сейчас прошел, на позату неделю завершился, тенденция такова, что все-таки эти нарушения уверенно идут к снижению, к уменьшению. Надеюсь, что на основном этапе будет то же самое. Сегодня в Ингушетии функционируют 129 школ, 73 детских сада и 15 учреждений СПО. Благодаря этому в республике полностью ликвидирована трехсменка. Также снижена доля обучающихся в 2 смены. Уменьшается и очередь в детских садах. В некоторых населенных пунктах ее удалось полностью ликвидировать. Как, например, в сельском поселении Верхние Очелуки. Сделать это удалось благодаря открытию нового дошкольного учреждения. У меня у самой есть 3 детей, и они все 3 пошли без очереди в этот садик. Живу я здесь рядом, и то мне легко ходить не надо. Теперь могу и на работу устроиться. До 2021 года в рамках национального проекта «Демография» в республике планируется строительство еще 17 детских садов. Ни для кого не секрет, что система образования развивается, строятся хорошие современные школы, дошкольные, школьные учреждения. По всем целевым показателям вы, конечно, идете впереди и Северокавказского федерального округа. В прошлом году в Ингушетии открылся первый детский технопарк «Кванториум». Здесь ребята осваивают роботостроение, проектирование, создание и испытание дистанционного пилотируемого транспортного средства. И не только. На современных площадках дети могут реализовать самые смелые идеи. Модель она работает на солнечной батарее, и вот здесь водородная батарейка. Почему ты выбрал именно вот эту техническую? Мне нравится собирать машинки, например. В рамках регионального проекта «Современная школа» в этом году планируется открыть еще 17 центров образования цифрового и гуманитарного профиля. Утверждены 8 региональных проектов в соответствии с федеральными проектами. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в республике планируется строительство до 2021 года 15 объектов образования по следующим направлениям. Это по созданию новых мест в школах в целях ликвидации трехсменного обучения и формирования условий для получения качественного образования. 12 образовательных организаций по 720 посадочных мест. В Ингушетии прошел и региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Студенты колледжа технических специальностей демонстрировали свои профессиональные способности на протяжении нескольких дней. Победители попали на всероссийский этап, а далее самые лучшие из них выступят на международном чемпионате, который впервые пройдет в России, а именно в Казани. Кроме того, в текущем году впервые в республике проведен региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченной возможностью здоровья «Обилимпикс» по компетенции малярное дело, медицинский, социальный уход, обработка текста, сетевой и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу здесь сказать, что региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов в Российской Федерации смогли провести всего лишь из 85 субъектов, смогли провести всего лишь где-то около 50 субъектов в России. Не все субъекты с этим справились, мы с вами его провели. Сборная республики стала победителем национального чемпионата «Обилимпикс» 2018 года по компетенции туризм. И один из наших представителей
житель нашей республики, наш студент, вошел в национальную сборную Российской Федерации по обилимпиксу. Одной из главных проблем по-прежнему остается нехватка мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также отсутствие условий для внедрения ФГОС. Над этими недочетами и будет работать Минобр в 2019 году. Альмина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.